Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 29 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день нас. Отношения, работа, финансы. Так, и итог дня. Будем помогать цыганской колодой. Итак, у нас королева мечей выпадает как карта дня, а это значит, мы будем решать вопросы, которые связаны с какой-то ответственностью. Ответственностью в отношениях, ответственностью в деятельности. Может быть, здесь решаются вопросы данного слова, да, когда-то, допустим, что-то пообещали, придется сегодня выполнять. Или, может быть, наоборот, какие-то документы сегодня мы будем подписывать, заключать какие-то соглашения важные. И вот королева мечей – это карта, когда мы действуем очень дипломатично, когда соблюдаются интересы всех сторон. И если это так и будет, да, то есть если мы не стараемся за счет другого человека как-то свою жизнь улучшить, меньше вложить, но больше взять, вот если такого у нас нет, то день пройдет очень благоприятно и как бы все выиграют. Хорошая карта для судов, хорошая карта для подачи каких-то исков, заявлений, хорошая карта, чтобы нанять адвоката, чтобы найти помощников в своей деятельности, хорошая карта для того, чтобы привлечь на свою сторону людей, которые могут нас усилить или заступиться за нас. Может быть, от нас потребуется вот для кого-то поддержка, защита, да. В общем, карта такая довольно-таки связанная, в общем, с общением, связанная с обещаниями, связанная с договорами и законностью, справедливостью. Хочу добавить еще цыганскую, чтобы понять лучше эту карту. Вот валет дрейфовый говорит о том, что, может быть, были до этого какие-то споры и ссоры, и вот сейчас все разрешается. Или, может быть, у кого-то было, ну, в общем, допустим, кто-то подавал документы на развод, кто-то, в общем, какие-то начинал судебные процессы. Вот сегодня может быть либо окончание, да, либо, наоборот, начало вот того, что это все начнет осуществляться. Также карта говорит о том, что, может быть, придется либо себя останавливать от каких-то пагубных привычек, да, тормозить себя, либо, может быть, вмешиваться придется в чужую жизнь. Допустим, какой-то человек как-то очень агрессивно себя ведет, или, может быть, под какую-то зависимость попал, и нам приходится вмешиваться, потому что это касается нас лично, ну, так же, как и его. То есть придется как-то на другого человека, может быть, влиять, особенно если у него есть какая-то зависимость. Карта также говорит о том, что нужно сохранять холодную голову. Нужно всегда все взвешивать, трезво ко всему подходить и не подвергаться эмоциональности излишней. А теперь что будет помогать? Шестерка пентаклей. Карта такого равновесия, карта, когда мы вот действительно интересы наши и интересы других людей уравновешиваем, да, чтобы не было перекоса. Либо мы слишком много отдаем другим людям, себе ничего не оставляем, либо наоборот, допустим, другие, ну, либо себе берем у других людей слишком много. То есть не было, чтобы перекоса, нужна такая вот золотая середина. Шестерка Пентакли – это у нас карта, которая обычно связана с чувством долга. Да? Может быть, вот эти две карты говорят о том, что вот именно из чувства долга мы сегодня будем действовать. Может быть, будем помогать другим людям из чувства долга. Или, может быть, это какая-то ответственность перед партнером, перед семьей. В общем, что-то здесь вот чувство долга выходит на первый план. Но и работа. Много работы для того, чтобы решить какой-то важный вопрос. Много вкладываться придется. Ну и также карта выбора. Каким путем именно пойдем, да, так у нас и жизнь в дальнейшем будет складываться. Теперь что нам будет мешать? Восьмерка мечей. Карта привязанности, карта жертвенности. Когда мы не владеем ситуацией, когда мы как бы свою свободу воли отдаем другим людям.
То есть вот карта говорит о том, что нельзя ни в коем случае слишком уж зависеть от других людей, положиться на других людей. Не нужно слишком от них зависеть. Вот карта говорит о том, что нужно именно самодостаточность какую-то в себе вырабатывать. Нужно опираться на себя, на свои какие-то убеждения, на вот это внутреннее чувство справедливости. Не нужно чувствовать, что вот от нас ничего не зависит. Нужно обязательно вот находить возможности самим повлиять на ситуацию. Тем более это у нас карта восьмерка. Восьмерка это всегда кармическая карта. Это все, что связано с нашими какими-то подсознательными реакциями. Поэтому обычно трудно преодолеть вот это чувство зависимости, чувство жертвенности. Но все-таки это сделать возможно. То есть если вы точно знаете, чего хотите, у вас это обязательно получится. У нас, у всех это обязательно получится. Отношения. В отношениях у нас выпадает рыцарь мечей, а это значит, что мы можем быть очень резкие, критичные в отношениях, либо добиваться своего, несмотря ни на что, да, без учета желаний другого человека. Да, вот у нас и главная карта говорит о том, что нужно быть спокойнее, нужно быть умереннее, да, нужно взвешивать все, что мы хотим сделать. Потому что рыцарь мечей, он очень часто спешит. И вот если у нас как бы нет понимания, как должно быть, мы можем здесь вот много бед натворить, слишком поспешить, ошибиться, обидеть кого-то, либо позволить себя обидеть, да. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске партнера. Семерка червовая говорит о том, что вы можете где-то в поездке, в путешествии, во время дел каких-то, может быть, связанных с бумагами или с каким-то общением, во время звонков, познакомиться с каким-то человеком для отношений. Причем вот этот человек, он твердо, прочно стоит на ногах. Этот человек очень, как бы это сказать, человек, которому можно доверять, человек, который может позаботиться о себе, то есть не придется, допустим, вам брать на себя какие-то его обязанности, обязательства, да, то есть, ну, в принципе, довольно-таки прочное такое может быть сотрудничество, знакомство. Для тех, у кого уже есть пара, вы можете решать какие-то вопросы, связанные с поездкой на отпуск, на вот, кстати, к воде, может быть, на речку, на море, да, вы можете покупать билеты, вы можете, допустим, может открыться какая-то возможность неожиданная, да, может быть, допустим, не собирались, отпуск не давали или еще что-то не получалось, а тут вдруг может получиться, и вы, кто-то, может быть, даже уже в этот день отправляется в отпуск, на отпуск, да, а кто-то покупает билеты, только готовится к путешествию. Также вот эта карта говорит о покупках разного рода, может быть, какие-то важные вещи, вот именно в этот день вы будете покупать то, что связано с работой, то, что связано с отдыхом. В общем, здесь какие-то мелкие сделки, да, мелкие покупки, но их может быть довольно-таки большое количество. Тут самое главное не перестараться, да, слишком много не потратить, чтобы потом не пожалеть. Также вот карта говорит о том, что вы вообще вот можете решать какие-то вопросы денежного характера, да, особенно если, допустим, кто-то в ссоре находится, допустим, что-то делите, да, вот здесь, может быть, будут вопросы имущества или вопросы денежного разделения. Также карта говорит о том, что могут решаться вопросы, связанные с независимостью, да, допустим, вы в паре находились, и вот у вас постоянно один партнер сдерживает другого, давит на другого или говорит, допустим, что ему делать, да, то есть вот сегодня, скорее всего, вы будете решать вопросы такой свободы, то есть как у каждого из партнеров может вот это свободное пространство появиться, да, какие правила у вас будут в вашей паре для того, чтобы вы оба были свободны. Либо, может быть, даже у кого-то действительно здесь происходит развод, раздел. Да, может быть, вы не можете договориться, может быть, у одного из партнеров очень сильная зависимость, и другому приходится разводиться, да, уходить для того, чтобы освободиться, чтобы
не было вот такой зажатости у него в жизни, чтобы он мог себя реализовывать. Если не говорить про такого рода отношения, то, может быть, вы просто делаете какие-то совместные покупки для вас двоих очень важные, и вот как-то весь день у вас на этом зациклен. Теперь посмотрим, что ждет тех, кто в ссоре. Валет бубновый говорит как раз о разводе, особенно в сочетании вот с этой картой, да, то есть развод или расхождение путей, да, то есть, может быть, даже радикальные какие-то меры принимаете для того, чтобы как-то прекратить отношения. Может быть, один из партнеров слишком агрессивно себя ведет, и, может быть, даже приходится обращаться к людям, которые могут за вас заступиться. А теперь работа. 4 мечей. Карта говорит о том, что в работе рекомендован отпуск, отдых, или просто нужно поменять какие-то планы. Может быть, те документы, которые вы готовили, содержат ошибку, нужно исправлять ошибки. Или, может быть, какие-то новые требования появились, и вам нужно что-то здесь перестраивать в документах. В общем, на работе желательно не напрягаться слишком, потому что энергии мало, да, и если есть необходимость перестраивать планы, пересматривать цели, в бумагах разбираться, может быть, нужно подумать о том, с какими клиентами вы общаетесь, может быть, нужно новый круг клиентов, да, или отказываться от каких-то клиентов, которые вам слишком много хлопот доставляют. Ну, в общем, здесь какие-то перемены, но если есть возможность отпуска, отдыха, то это просто замечательно было бы вот в этот день. Для тех, кто в поиске работы, вот тоже сложная ситуация. Скорее всего, у вас здесь что-то неожиданное происходит. Либо вы планы поменяете быстро, да, может быть, допустим, та работа, которую вы ищете, она вообще сейчас, недоступна для вас, да, и вам нужно соглашаться на что-то другое, а вам это трудно сделать. Но все-таки рекомендация такая: если вам нужна работа срочно, то соглашайтесь на какую-то другую пока что. Теперь те, у кого уже есть работа. 9 бубновая, тоже говорит о том, что сегодня либо вы заканчиваете какой-то важный проект, может быть, сдача каких-то документов у вас, да, в общем, что-то такое заканчивается для вас, либо, может быть, даже кто-то из вас будет писать заявление об уходе и будет искать новую работу, или, может быть, кто-то будет писать просто заявление на отпуск, да, чтобы отдохнуть, а потом на эту же самую работу вернуться уже полным сил, обновленным. В любом случае здесь какие-то перемены происходят. Может, кстати, может быть, кто-то на вашем месте работы проявит себя недолжным образом. Какие-то, знаете, деструктивные могут быть эмоции сегодня, да, может быть, кто-то поведет себя как-то критически. Может быть... Кстати, если у вас работа, связанная с риском для жизни, то нужно быть очень осторожными сегодня, потому что действительно есть возможность, вернее, есть опасность как-то пораниться, да, или, в общем, попасть в какую-то неприятную ситуацию. Будьте осторожны. Лучше всего отдохнуть. А теперь для тех, у кого свое дело. Дама бубновая. Карта говорит о том, что, опять же, перестают действовать какие-то ваши привычные методы работы, да, вам придется, скорее всего, выбирать что-то новое сегодня. Причем для этого будет очень много возможностей. Карта говорит о том, что у вас прям сразу несколько каких-то новых возможностей будет вам предложено, а вам стоит принять решение какое-то, что именно выбрать. Или, может быть, сразу несколько направлений взять и пробовать их по очереди, да, какое из них окажется лучшим, то и выбрать. Также, кстати, может быть, вы будете посредником в чьих-то делах, может быть, будете сводить одних людей с другими и, может быть, на этом даже зарабатывать. Теперь деньги. Выпадает король жезлов, карта, которая говорит о том, что в деньгах будет какая-то удача.
Давайте посмотрим, что ждет тех, у кого зарплата валет пиковый. Может быть, вы получите здесь какую-то дотацию, или, может быть, появится какая-то новая возможность для денег, для отпуска, для поездки, да, может быть, допустим, вас отправят ну, вот по каким-то служебным делам в командировку, и за это заплатят дополнительные деньги. Ну, здесь какие-то небольшие такие деньги могут приходить. А теперь для тех, у кого свое дело, дама червовая говорит о том, что деньги действительно будут, в деньгах перемены, но, скорее всего, здесь не только ваши деньги, да, но и деньги из вашей семьи, допустим, от вашего партнера, от родителей могут еще дополнительно приходить деньги, как подарки могут приходить, как деньги на отпуск, на поездки, на решение каких-то важных вопросов, может быть, связанных с учебой, с какой-то вашей, да, то есть как будто бы со стороны еще деньги к вам приходят неожиданные, не только ваши. По итогу дня у нас выпадает королева жезлов, а это значит, вы будете, в принципе, в конце дня удовлетворены тем, что у вас получилось. То есть день довольно-таки сложный, напряженный, очень много эмоций уходит, очень много решений нужно принять, и нужно действовать как бы так разумно, сдержанно. И вот в конце дня вы наконец-то можете расслабиться, дать волю чувствам, дать волю как бы себе, да, быть собой можете. То есть королева жезлов – это карта именно счастья, такого счастья личного нашего, которое ни от кого не зависит. Может быть, вот по итогу дня вы будете радоваться чему? Либо вот какому-то выигрышу, либо новой какой-то работе, должности, либо возможности поездки какой-то, либо инвестиции вы как-то выгодно вложили. Может быть, вы что-то сделали, да, и вас, как сказать, ну, в общем, повысили, улучшили вашу репутацию. Может быть, допустим, ссору как-то удачно разрешили, или вот закончили какие-то судебные дела очень удачно. Может быть, кстати, у кого-то, может быть, был поход к врачу, да, и вот у вас как-то ситуация прояснилась, и вы вот в конце дня вот удовлетворены как раз тем результатом, который получили. Может быть, помощь от человека, который у власти стоит, и тоже как-то это сказывается хорошо на вашей жизни. Вы тут тоже очень довольны. Кто-то своим любимым делом занимался, кто-то отдыхал, был, допустим, ну, может быть, у реки, да, может быть, были где-то на отдыхе, может быть, кто-то был в ресторане, да, в конце дня, или в кафе в какое-то зашел, да. В общем, такое расслабление и вот чувство праздника, чувство того, что вот мы победили, мы контролируем ситуацию, и это, конечно, очень хорошо, чего нам всем и желаю. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.